Теперь слово предоставляется независимым правозащитникам. И следующий, подготовьтесь, Жаслык, правозащитный центр. Добрый день, господа. Я Муаззама Кадырова, таджикский адвокат и независимая правозащитница. Пожалуй, я начну с рекомендации. Я сегодня не прошу, я сегодня требую от международной организации, от ООН, от ОБСЕ вмешивается наконец-то на правительство Таджикистана через принудительные меры. Например, экономические санкции, чтобы остановить злодеяния и пыток, и наказания, и незаконный арест, и многое другое. Чтобы там не была война. А военная интервенция рассматривается лишь как крайняя и последняя мера. Хотела бы отметить, что пытки и жестокое обращение в отношении людей в Таджикистане распустили давно уже корни. С уверенностью могу сказать, что каждый третий гражданин Таджикистана со стороны властей подвергается, если не физическое, то психологическое давление обязательно. Но пытки в основном применяются с целью вынудить человека признаться в совершении какого-нибудь преступления. Подозреваемый подвергается к суровым пыткам. Серьезно за пытки людей со стороны следственных органов практически никого не наказывают. Незаконное задержание, физическое насилие в виде избиения, пытки, электрическим током, угрозы, изнасилованием самой жертвы и членов его семьи, запугиванные заключенным под страх и подвешенные пластиковые ящиков, наполнение земли к мужским генатомам, введение или прокаливание игл и гвоздей под ногти, длительное пребывание в холодной воде, до 2 суток в холодную погоду, ожоги тела, сигаретам и так далее. Для того, чтобы скрыть факты пыток задержаниях в отделениях милиции и КГБ, палачи в погонах, я открыто могу это сказать, отказывают показать задержанных родственникам, если адвокат есть адвокатом. Хотя в Таджикистане адвокат только существует имени, а фактически ни коллапса по пыткам, ни адвоката не существует. Если адвокаты в свою очередь, боясь потерять работу и не оказывают за место своих подзащитных, умалчивают. Судебные органы просто игнорируют ходатайство адвокатов. В политических делах могут убивать при задержании человека за то, что их вместо наказания, наоборот, поощряют и награждают званиями. Привожу факты. Гульбедин Зеубекова в Рушане при задержании зверски застрелили. Десятков людей в Бадахшане зверски убили. Амредин Алуватшоева, Чоршанбе Чоршанбеева, Ураза Вазирбеков, Уфатхуни Маматшоева, Абдусатур Пирмухамадзода, Далера Имом, Бузургмех Йоров. Лично недавно он через своих родственников вышел на меня, как я его адвокат, чтобы сказала, что он подвергался подпитке. И это уже находясь в тюрьме. Бузургмех Йоров... Власти Таджикистана из-за родственников общественных и политических активистов создали блогеров, которые снимают видеообращения против своих сыновей, дочерей и там многое другое. Про терроризм. Могу сказать, что диктатура это порождает терроризм. В Таджикистане каждый несогласный человек с режимом диктатора автоматом превращается, прибывает к нему экстремистом. Являюсь это я. Я из-за того, что правозащитница, и меня обвинили в терроризме и экстремизме. Спасибо за внимание.